Доброго дня, уважаемые наши будущие соседи. Так, рад вам показать нашу самую небольшую виллу. Это проект домика «Магнолия». Значит, давайте о внешних, то есть об архитектурных особенностях здесь мы посмотрим. Значит, первое, да, что мы видим с главного фасада, это навес, входная дверь. Так как здесь дом спроектирован и встроен в сад, то здесь очень важно играет главную роль именно то, что растет в саду, то, как это вас окружает и ограждает. То есть здесь на территории у нас нет заборов, заборы сделаны естественной растительностью, с самими деревьями, кустами, поэтому фасады имеют вот такую вот особенность архитектурную, но она именно связана именно с садом, то, что дом встроен прямо в фруктовый сад. Далее, значит, как видите, здесь у нас предусмотрена ливневая система, да, для отвода ливневых вод. Здесь у нас также предусмотрен дренаж, не на всех участках он будет, только там, где он необходим, там очень мало участков, где будет необходим дренаж, ну и сама канализация. Канализация у каждого домика – это отдельный септик. Далее, окна выполнены таким образом, чтобы вы могли, находясь в кухне-гостиной, вот я здесь пройду сразу в кухню-гостиную, чтобы вы могли ощущать себя как на террасе, потому что дом находится в субтропиках, и там абсолютно нет пыли, да, то есть если открываете окна, такой прям, вот, чтобы пыль, как бы бывает в городе попадает, такого нет, и вы спокойно можете с открытыми окнами пребывать вот в этой кухне-гостиной абсолютно весь день, и вам будет достаточно комфортно, и будете ощущать себя как на террасе. В Абхазии очень часто люди сидят на террасе практически целый год. Ну, если совсем стало жарко, закрыли окна, включили кондиционер, и станет, то есть можно в любой момент, также находясь как будто бы на террасе, но в комфортной, всегда комфортной для вас обстановке. Вот этот фасад у нас абсолютно глухой. Это сделано точно так же для того, чтобы комфортно было. Видите, домики стоят друг за другом. И вот эти окна выходят на глухой фасад, чтобы не переглядывали соседи окна в окна. Так, далее, давайте, значит, мы с вами перейдем уже непосредственно к планировке первого этажа. Так, армирование, кладки сейчас. Так, да, перейдем прямо из 3D-вида. Прям перейдем из 3D-вида. Значит, вот так вот мы его отсечем. Да, отлично. Значит, здесь у нас кухня-гостиная. Далее, из кухни-гостиной мы попадаем в мастер-спальню. Вот здесь вот такое интересное решение, так как, скажем так, дом для двоих, условно, комфортно пребывает здесь двое, в санузел уже непосредственно из комнаты. То есть здесь у нас идет гардеробная, и из гардеробной уже попадаете в санузел. Вот такая вот чудесная планировка небольшой виллы. Давайте посмотрим конструктивные особенности. Значит, у нас фундаментом является железобетонная армированная плита. Заранее закладываем мы все закладные делаем для армирования сейсмокаркаса, так как у нас домик находится в сейсмической активности, рассчитан дом на сейсмику. То есть это монолитная железобетонная плита. Сам дом находится на монолитной железобетонной плите, и также заранее все подведены коммуникации электричества в общую сеть. Хоть и стоят солнечные панели, которые на крыше вырабатываются, но все равно идет подпитка и отдача электроэнергии в общую сеть. Далее просчитана вся канализация и ввод воды в дом. Вот воды в дом. Далее. Заполнение железобетонного каркаса, вот мы видим, заполнение железобетонного каркаса у нас идет непосредственно блоками. Блоки местного производства, отличные блоки по своим характеристикам, мы их изучили, этот материал. Снаружи у нас идет утеплитель PF16 и фактурная штукатурка типа шуба. Так, далее покажу, да, вот уже более сам каркас железобетонный, как он будет выглядеть. Вот таким вот образом. Так, далее перейдем. Армирование перекрытия. Плита у нас сверху тоже монолитная железобетонная плита. Вот, все у нас тоже армируется. Есть расчет нагрузок, расчет на сейсмическую активность. Вот. Так, далее, значит, ну, это парапеты. Да, само утепляется крыша экструдированным пенополистиролом. Далее мы делаем стяжку, и по стяжке мы уже укладываем, знаете, опыт показал, что все-таки лучше укладывать полимочевину, то есть напылять полимочевину. Все остальные материалы для плоской кровли показали себя в эксплуатации и в самом вводе в эксплуатации не очень хорошо. А вот полимочевина, она показалась, то есть смело можно дать гарантию на нее 30 лет на такую крышу, смело можно дать. Полимочевина себя, да, показала очень хорошо. Вот, ну, в принципе, наверное, и все, что хотелось бы рассказать про домик. Если кто-то хочет более подробно, мы делаем одни из самых лучших проект-инструкций в России, и в нашем комплексе, соответственно, мы делаем такие же. И если какие-то вопросы у кого появятся, с удовольствием покажем, расскажем, и на все вопросы с удовольствием ответим.